В марте 93-го воды реки Гумиста окрасились в красный цвет. Мартовское наступление вошло в историю Отечественной войны народа Абхазии как одну из самых кровопролитных. Многим из тех, кто в ту ночь шел в бой, не было и 18 лет. Добровольцу из города Баксан Кабардино-Балкарской республики Валерию Берхамову было всего 15 лет, когда он отправился воевать в Абхазию. Документы, в которых записывались данные о бойцах, собиравшихся переходить в ту ночь Гумисту, сохранились. Кавалер ордена Леона Рауль Амичба тогда был начальником штаба батальона «Шаратын», в котором воевал юный Валерий. Ветеран вспоминает, как записывал краткую биографию юного бойца. Берхамов Валерий Мусабиевич, кабардинец, 72 года рождения. Ярейший Хузоб и Шахиуа. Избанав зарпас, фартухамыз, шагахамыз, Ирхузалай Тахиуан. Образование высшее, стрелок, мастер спорта по вольной борьбе, холост. То, что Валерий Берхамов был не 1972, а 1977 года рождения, выяснилось уже после войны. В преддверии мартовского наступления Рауля Амичба к себе вызвал начальник генштаба Султан Сосналиев и спросил, знает ли он всех своих подопечных и есть ли среди них доброволец Валерий Берхамов. Но не запомнить юношу было невозможно, он всегда был душой компании. Есть Берхамовская, а вы же говорите, не всех знаете. Но его не знать нельзя. Убрягара хотелахан, убрягара чкунапшцен, убастласын, убасипшцен гитара духмарван, туман ухазеля шухлан зуиталун узизеви. У них дома похороны. Верните в штаб его. Если на проезд нету, мы ему дадим, сосны в ягерка. А если есть, напрямую, ус буянаге. А жила ракалоза ракухаб, арит хочу, арит кабардинец суп. Начальник штаба, арит кабардинец суп. Хочек дихчарц, ицбазар, табубха, кулы ханестулци. Приказ был выполнен, Берхамова отправили на родину, но перед самым мартовским наступлением стало известно, что доброволец вновь вернулся в батальон. Удержать его было невозможно, юноша рвался в бой и поднимал боевой дух однополчанам. Валерий, отстреливаясь, пытался вытащить тела погибших и раненых, но вражеская пуля попала ему в голову. Вместе с Валерием в тот же день погибли Руслан Шинкба, Джамал Заранди, Аслан Ашгириев, Руден Хатхуа и другие бойцы. Память о защитниках Отечества жива и увековечена в песнях, в стихах. Их имена носят школы и классы. Имя кавалера ордена Леона Валерия Берхамова носит один из классов средней школы села Акуаския. Он был совсем молодым добровольцем, ему было всего 16 лет, и он со всеми остальными добровольцами прибыл к нам в Абхазию, чтобы вместе с нашими отцами и дедами защищать нашу страну. В 31-ю годовщину мартовского наступления почтить память героев пришли ветераны Отечественной войны, матери погибших героев, школьники. Всегда помним подвиг тех, кто пришел защищать Абхазию через горные перевалы, добровольцев, отмечает ветеран войны Джумбер Бебия. Активная работа по увековечению памяти абхазских добровольцев в республике ведется с 2014 года. Это было первый раз, в 2014 году, и с тех пор по 2, по 3 мраморных плит с изображением абхазских добровольцев не установлены. И ряд мероприятий на территории Абхазии мы проводим, и за ее пределами тоже. Сейчас мы видели Абхазскинскую школу, это дети, класс, имя которого кавалера ордена Леона Берхамова носит. И тут же появилась Юзарин Гущев. Тоже мальчики, насколько мне сейчас известно, класс назван его именем с участием глав администрации городов и районов Республики Кабардино-Балкария. Тоже ряд мероприятий провели. Особо хочется отметить, вы знаете, благотворительный фонд «Помним» во главе Геннадия Ивановича Лагербая, нашего депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Проводится очень много мероприятий. Устанавливаются мраморные плиты и так далее.
Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Эти строки из песни, рожденной войной, а души тех, кто не смог вернуться из мартовского наступления, навсегда остались здесь, таять над горами, и память о них жива. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Гугуца Вардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.